В этом уроке мы рассмотрим образование множественного числа существительных в удмуртском языке. Множественное число существительных образуется с помощью суффиксов «ос» и «ёс». Рассмотрим первый случай. После гласных употребляется суффикс «ос». Например, «укно» – окно, «укноос» – окна, «писпу» – дерево, «писпуос» – деревья, «инты» – место, «интыос» – места, «адями» – человек, «адямиос» – люди. Второй случай. После твердых согласных, а также «че» употребляется суффикс множественного числа, твердый знак «ё-с». Например, «пурт» – нож, «пуртьёс» – ножи, «вал» – лошадь, «вальёс» – лошади, «кэч» – коза, «кэчьёс» – козы. Следующий случай. После мягкого знака, или точнее после согласных «д», «з», «л», «н», «с», «т» с мягким знаком, употребляется суффикс «ёс». При этом мягкий знак в конце основы сохраняется. Примеры. Гурежь – гора, гурежьёс – горы, пель – ухо, пельёс – уши, бадь – ива, бадьёс – ивы. Последний случай. После и краткого также употребляется суффикс «ёс». Кый – змея, кыйёс – змеи, уй – ночь, уйёс – ночи, суй – рука, суйёс – руки. Примеры использования множественного числа. Тапуниос – нож сопуртьёс. Это ложки, а то ножи. Пуни – ложка, пурт – нож. Следующий пример. Оляно таня сузерьёс. Нож ваняно коля выньёс. Оля и Таня – сестры, а Ваня и Коля – братья. Сузер – сестра, вын – брат. Следующий пример. Та бадьёс, но со кызьёс. Это ивы, а то ели. Бадь – ива, кыз – ель. Замечание. Заимствованные существительные, оканчивающиеся на «ия» и «е», как правило, теряют перед окончанием множественного числа «ос» конечное «я». Например, теория, теориос, теория, история, историос, история, здание, зданиос, здание. Парные части тела и парные предметы обычно употребляются в единственном числе. Например, «щин шораз ятыны» – попасться на глаза, «щин» – глаз. «Сапег баштыны» – сапоги купить, «сапег» – сапог. После числительного существительные, как правило, стоят в единственном числе. Например, «тямыс кион» – 8 волков, кион – волк. «Дас ар» – 10 лет, ар – год. «Шижимдон» – книга, 70 книг.